История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. История хранится в наших мыслях и воспоминаниях, но главным хранителем событий является музей. Сегодняшняя наша передача будет о Канарском краеведческом музее. Музей был открыт 20 февраля 1969 года. С 1988 года по апрель 1991 года музей был закрыт на капремонт и реэкспозицию. В музее хранится более 6 тысяч экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов. Это предметы нумизматики, этнографии, графики, живописи, скульптуры, старинные исторические документы и различные фотографии. Археологическая коллекция представлена каменными топориками Балановского могильника. Самым интересным и ценным экспонатом музея является дубовый буфет XIX века. В настоящее время в музее действуют отделы природы, этнографии и быта, выставочный зал, картинная галерея и дом ремесел для мастеров народно-художественных промыслов города Канаш и Канашского района и для членов Канарской гильдии ремесленников. В выставочном зале экспонируются выставки, созданные на основе как фондовых, так и частных коллекций. Создаются экспозиции, организуемые из фондов других музеев. Уже много лет главным хранителем музея является Надежда Константиновна Шмонина, с которой мы сейчас пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем начать наше интервью, я бы хотела узнать о вас. Расскажите немного о себе. Как вы начали здесь работать? В музее работаю давно, уже более 30 лет, и всегда мне тянуло работать именно в музее. Поскольку здесь все-таки связано с историей нашего города, с историей Канашского района. И узнаешь что-то очень много интересного. Узнаешь и смотришь на жителей нашего города, их историю жизни. То есть всегда потянуло в музей. А какие больше всего проводят мероприятия? В зависимости, конечно, от того, какое время года. Очень сильно влияет, конечно, наше праздничное мероприятие. Это 9 мая. 9 мая мы всегда посвящаем очень много массовых мероприятий. Это и выставки, это и встречи с участниками ветеранов, то есть ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла. То есть все люди, которые именно приходят в музей, нам с ними тоже интересно проводить мероприятия. А какая посещаемость? Я знаю, что посещают не только детские сады и школьники нашего города, но и также люди из других городов. К нам всегда приезжают летом люди с разных городов. То есть они и путешествуют, кто-то едет в Санкт-Петербург из Ульяновска и заходит в наш музей. И мы смотрим, что именно летом много приезжих, а в течение учебного года приходят наши школьники действительно. И они приходят на экскурсии, специально звонят заранее и заказывают какую-то тематическую экскурсию. Посещаемость у нас хорошая. Последние года мы замечаем, что стало больше людей, которые интересуются именно историей нашего города и Канашского района. А расскажите немного о истории музея. Наш музей открыли в 1969 году. Вообще, конечно, до этого времени музея не было. И был такой краевед Иванов Иван Иванович. Он был учителем истории, он собирал материал, собирал очень интересный, кстати, материал. Там можно и увидеть вырезки из газет, то есть все, что связано с историей нашего города. И сейчас мы этот материал, конечно, используем и для своих лекций, и для газетных статей. То есть мы очень ему благодарны. И в 1969 году, когда открыли музей, был директором Синицын Сергей Максимович. Он участник Великой Отечественной войны, то есть прошел всю войну. И наверное, это и помогло собрать такую большую коллекцию в нашем музее. То есть и документы участников Великой Отечественной войны, потому что у него было много друзей. Они приходили, отдавали свои документы, отдавали награды, отдавали фотографии. То есть мы будем смотреть, наверное, выставку, посвященную Великой Отечественной войне, и мы всегда вспоминаем его с благодарностью. А какие изменения произошли в музее за годы вашей работы? Конечно, изменений было очень много, но самое большое событие для нас и для нашего музея это было то, что мы переехали в новое здание. В 2007 году, 1 августа, мы переехали именно в бывшее здание кинотеатра «Мир», и
вот работы было очень много. Конечно же, все полностью нужно было и изменить. Да, какие-то появились новые залы, но это нам дало много возможностей. Мы сейчас вот можем показать в этом большом зале и картины. То, что вот давно мечтали показать наших художников, которые пишут картины на различные темы. Появился у нас большой зал, тоже на 2-м этаже, это отдел этнографии и быта. И вот то, что для нас, наверное, как для меня, вот я как главный хранитель, могу сказать, что у нас есть фондохранилище. Пусть не самое большое, но оно есть. И там хранятся наши вот экспонаты, мы можем что-то еще приобрести. Вот, потому что в маленьком музее у нас не было такой возможности, их просто было некуда ставить. Вот, то есть очень много, конечно, изменений, даже вот сразу и все и не скажешь. Но вот нам очень нравится то, что большое здание, оно очень красиво, архитектурно красивое. И когда люди к нам приезжают, они всегда говорят: у вас очень красивое здание. В общем-то, ну, это постройка, конечно, советского периода, и их тоже, может быть, и в других городах можно встретить, но для нас оно нам очень нравится, конечно. Вот так вот получается. Я знаю, что в музее часто проводятся мероприятия на тему Великой Отечественной войны. Также здесь имеются стенды и экспонаты. Можете немного рассказать именно об этой тематике? Да, конечно, это самые, наверное, для нас действительно священные выставки, поскольку кто может рассказать лучше всех об участниках Великой Отечественной войны? Это, конечно же, музеи. И вот для нас, вот когда мы готовимся именно к этому празднику, к 9 мая, а начинаем мы готовиться заранее, еще с апреля, вот, мы стараемся как бы показать разносторонняя выставка, чтобы было рассказать о нашем городе, что происходило в годы войны именно в нашем городе, об эвако-госпиталях, о людях, которых работали в этих госпиталях. Выставка у нас, конечно же, еще и охватывает историю вагоноремонтного завода, поскольку, конечно, он был очень героический. Когда вот сейчас готовишься, чем даже вот больше проходит лет со дня окончания войны, тем больше раскрывается новых фактов. То есть сейчас и с архивами можно работать больше. То есть и дают какие-то данные, которые раньше были запрещены, и поэтому мы как бы стараемся больше документов показать на нашей выставке. И интересно то, что прошло 75 лет со дня, вот, то есть со дня именно войны, и 75 лет будет, вот мы будем отмечать победу, и все равно находятся экспонаты, которые еще у людей дома очень долго хранились, и их сейчас приносят. И вот в этом году тоже очень большую, наверное, мы сделали работу, то, что показали фотографии и рядом с ними биографии участников Великой Отечественной войны. То есть тут вошли и те люди, которые действительно очень большое значение, то есть для нашего города, да, сделали то, что издали книжку 50-летию Победы «Страница памяти». Вот прошло 25 лет, а мы ее прям вот как постоянно читаем. То есть в каждой выставке все время перечитываем, то есть находим какие-то новые факты. А расскажите немного вот про эти экспонаты. Из чего они сделаны и как давно появились в музее? Эти экспонаты у нас называются «Чучело животных». Появились они в нашем музее очень давно, можно сказать, еще переехали с другого музея. Ну вот, наверное, многие посетители наши говорят: почему у вас, ну так вот немножечко чучело уже, ну, стало, потерлось где-то, да? Но на самом деле чучела животных очень дорогие. Их делают специалисты, называют специалистов таксодермисты. Они обрабатывают шкурку мышьяком, и получается вот такое замечательное, как бы можно сказать, чучело животных. Вот. И, конечно, мы мечтаем, чтобы, может быть, что-то обновить, что-то показать более такое красивое, вот таким вот образом. Но пока вот такой возможности нет, и то, что у нас есть, стараемся сохранить. Поэтому мы можем в экспозиции увидеть разных животных. Да? Очень привлекает внимание, конечно, медведь. Потому что если мы можем его посмотреть только за стеклом и не боясь, то, конечно, я думаю, не каждый бы мечтал встретиться с ним в лесу. И вот смотрят на наших крупных животных, это кабаны, тоже появились в нашем музее давно. Тоже я думаю, что, конечно, таких животных тоже лучше смотреть где-то издали, да, чтобы не встречаться с ними близко. Все они считаются хищниками. Ну и вот многие экспонаты нам дарили. Вот, допустим, про орла тоже спрашивают. Орел к нам появился
у нас появился тоже очень давно и как бы залетел совершенно случайно в Канашский район в Янгичи. Ну вот охотник нам подарил его. То есть вот этот отдел, он, наверное, самый интересный, он всегда привлекает наших и взрослых, и детей. И все, кто приходит к нам, они всегда смотрят с удовольствием именно на наши вот эти экспонаты. Потому что мы сами иногда приходим, и нам самим интересно посмотреть. Вот. И вот таким вот образом. Ну и самое крупное парнокопытное животное считается лось. И лося, я думаю, что тоже видели, наверное, только вот издали, может быть, при близком, все-таки, если к нему близко подойдешь, он неизвестно, особенно весной, они становятся опасны и могут напасть на человека. И вот по рогам можно определить, кто это там, лось или олень, отличаются они рогами. И вот нашему лосю 4 года. То есть по отросткам мы говорим, что именно 4 года, 4 отросточка. А расскажите немного вот об этих экспонатах. Где они были найдены? Но здесь у нас представлены палеонтологические находки. И вообще, конечно, в разных местах они были найдены. Обычно их весной вымывает из-под снега, где-то они появляются в каких-то районах, и нам начинают приносить эти экспонаты. Это у нас здесь показано и бивень мамонта, и зубы мамонта, и бедренная кость бизона. Допустим, все, что это найдено в Канашском районе. Вообще, конечно, к нам вот обращаются и говорят, что еще можно найти, и какие были раскопки здесь найдены. Но таких данных у нас нет. Нам просто приносят посетители наши, вот те, которые где-то нашли их, допустим, здесь, в Канашском районе. Но так получается, что экспедиции не было у нас. Здесь не изучены, как бы вот до сих пор наш Канашский район. Один из самых, наверное, неизученных. И поэтому перспектива, наверное, для наших ученых, в общем-то, есть большая. И вот все вот эти вот находки, они приезжали к нам с научно-исследовательского института, пришли, посмотрели и пришли к выводу, что все-таки все это настоящее. Хотя нам говорят, что очень похоже на дерево. На самом деле это настоящий бивень мамонта. То есть это говорит о том, что эти животные жили в ледниковый период, ходили на нашей земле и жили где-то, наверное, все-таки в Поволжье. Ну вот такая вот история, как бы, наверное, все-таки это очень интересно смотреть и понимать, что такая большая история нашего, как бы сказать, и животных, и у людей. То есть вот, смотря на эти раскопки. Это были специальные раскопки или случайно? Конечно, случайно. Кто-то копал колодец, а вот совсем недавно нам принесли тоже бивень мамонта. Это когда делали очистные сооружения, да? То есть это об этой истории, конечно, немного писали и говорили, и показывал чебоксарское телевидение. То есть экскаваторщик захватил землю, видит какой-то незнакомый предмет. Посмотрел и позвонил сразу в музей. И вот наши сотрудники поехали, увидели, что это все-таки бивень мамонта. То есть потом уже приехали тоже с научного исследовательского института и тоже посмотрели, сказали, да, это так, на самом деле это бивень мамонта. Поэтому специально нет, все, конечно, случайно. То есть колодцы копают, огороды где-то что-то, и вот там находят. А если их потрогать и на ощупь, они тяжелые, и из чего они сделаны, какой материал больше напоминает? Знаете, вот здесь вот бивень, да, похож на дерево. А мы там тоже было интересно, и мы стали смотреть, да, вот стали на зуб смотреть. Но сколько же он весит? Пошли, взяли, положили на весы этот зуб мамонта, и он весит больше килограмма. Конечно, тяжелый. Представьте себе, да, что зуб у человека будет весить 1 килограмм. Это, конечно, очень много, да. Тяжелые они экспонаты, и бивни тяжелые, и кости тяжелые, все как бы действительно тяжелое. Но зуб, он, наверное, напоминает нам такой вот как бы именно как бы тоже дерево, наверное, на дерево чуть-чуть похоже. Вот. Потому что очень от долгого хранения, где-то в земле, где-то, наверное, в снегу хранились. Поэтому они немножечко все равно изменили свою структуру. А расскажите про эти картины. Какое они имеют значение и с чем связаны? Здесь у нас представлена картина известного канашского художника Меркурия Павла Меркурьевича. Для нас они ценны тем, что он сам был участником Великой Отечественной войны. Этот человек, конечно, известный. Во-первых, он родился в Яншихово-Нарвашах Янтиковского района 18 мая 1918 года. И это родина таких известных художников, как Спиридонова Моисея Спиридоновича, Сверчкова. То есть, и вот он тоже очень талантливый художник, прошел всю войну и написал эти работы, которые действительно очень сильно трогают наших людей. Потому что, когда
когда приходят посетители, они смотрят на работу и говорят: да, это видно, что человек сам прошел всю войну. Допустим, шел бой. Вот сам Павел Меркурьевич, он чудом остался живым, то есть дошел до Берлина, был участником Сталинградской битвы. И вот как он нам рассказал историю, когда фашисты налетели на деревню и стали деревню бомбить, а Павел Меркурьевич, он вырос в деревне, и он смотрит, там колодец, и думает: если я заберусь в колодец, и там можно упасть и утонуть, а если останусь, то просто самолеты бомбили, и можно было просто погибнуть. И когда он там просидел некоторое время и выбрался, увидел, что его многие боевые товарищи погибли. А нам как бы жизнь этого человека, может быть, сохранил Бог, и вот он приехал и написал вот эти вот работы, которые мы, говорю, вот показываем постоянно. Каждое 9 мая мы их показываем, говорим о них и не устаем об этом говорить. То есть вот и для нас 18 мая это тоже такой своеобразный, то есть наш праздник, профессиональный праздник. 18 мая – это Международный день музея. И мы отвечаем и как бы день рождения Павла Меркурьевича, и свой профессиональный праздник. Кто такой хранитель и чем он занимается? Хранитель музея – это тот, который отвечает за сохранность экспонатов. А занимается он всем, буквально от того, как вот приносит экспонат, его нужно изучить, внести в акт приемки, затем дальше вот написать историю, откуда произошел этот экспонат, то есть кто его нашел, или там он где-то хранился, может, от бабушки передали. То есть, конечно, это изучение в первую очередь предмета. А когда уже предмет как бы поступил, проходит комиссия фондово-закупочная, и там на комиссии решается, куда же его занести. Можно занести в основной фонд, который будет, как бы более ценный экспонат, а можно занести в научно-вспомогательный, который будет нам помогать при организациях выставок, то есть, может, куда-то эту выставку вывезем. Вот. То есть, конечно, это такая вот кропотливая, трудоемкая работа, которая, может быть, не видна сразу, да, когда приходит посетитель музея, они, может, сразу и не замечают, чем же занимается главный хранитель. А дальше же идет еще вторая ступень учета. То есть у нас есть еще инвентарные книги, в которых мы уже более подробно описываем каждый экспонат, то есть его размеры, из чего он сделан. Если это вышивка, то какими нитками вышита. То есть изучаем узор. Это очень много, конечно, приходится тратить время на полностью оформление всех этих книг. Ну а дальше, конечно, сохранность. То есть мы должны сохранить их при хорошей температуре. То есть для каждого экспоната есть определенная температура, и за этим нужно следить. Есть такой у нас прибор температурно-влажностный. То есть он измеряет и температуру, и влажность, где хранятся наши экспонаты. А существует ли свод правил у хранителя? Свод правил? Да, у нас очень, конечно, строго относится к тому, чтобы, то есть, хранили мы правильно экспонаты. Во-первых, у нас есть инструкция. Она, правда, уже была выпущена в 1985 году, но мы по ней работаем, и нас по ней также и проверяют. То есть совсем недавно, получается, что с 20 по 25 апреля я проходила опять обучение в Кемеровском университете. Это дистанционное было обучение, где нас опять проверяли, то есть чтобы мы все выполняли нормы, то есть именно что касается инструкции, именно по инструкции. Конечно, это очень строго. Мы должны их сохранить для будущих поколений. Как проходит рабочий день хранителем? Он проходит по-разному. Я говорю, в зависимости, наверное, какие будут заявки, какие будут распоряжения. Если мы, допустим, готовимся к выставке, то мы стараемся подготовить материал. Когда готовится материал, естественно, нужно сделать и, допустим, топографическую опись, чтобы мы знали, какие экспонаты будут представлены на нашей выставке. Акты передачи также составляются. И, конечно, то, что интересно, в музее обычно, когда приносят экспонаты, буквально все приходят, смотрят, рассматривают и говорят: так, пригодится он нам, не пригодится, что мы будем дальше делать с ним. То есть, конечно, это все занимает тоже много времени. И то, что еще интересно, наверное, по заявкам, если приходят школьники, нам тоже приходится готовить экспонаты какие-то, чтобы дополнительно им показать. Если это тематическая какая-то экскурсия или тематическая лекция, может быть, мы показываем
и очень интересные там, ну, допустим, показываем фильмы, да, или что-то еще. Тоже надо их будет и оцифровать, и показать, и на экране, чтобы как бы человек мог бы посмотреть, изучить и понять, что же такое в музее хранится. Ну и вот так, наверное, и работаем целый день. То есть вот в таком вот ритме. Еженедельно музей посещают детские сады, школьники и люди с других городов, которые ценят и уважают историю. Коллектив является организатором разных мероприятий. Особо ценят тематику войны. Если пройтись по музею, то можно увидеть стенды, посвященные участникам и героям Великой Отечественной войны. Сегодня Краеведческий музей является одним из очагов культурной жизни города, хранителем элементов национальной культуры. Люди бережно относятся к истории и, начиная с малого поколения, любят и ценят все то, что нам передали предки. Поэтому цените историю, ведь мы ее потомки и создатели. А с вами была я, Екатерина Мельникова, и передача «Крупицы Канаша».